Изенер кем хаккас тілін үгреннәгә килген. Біз узарачабыз уроктарны. Көребезербіз. Посмотрим ибдегі тоқысты. Алайба ибдегі тоқыстарны. Көребезербіз ибдегі тоқыстарны. Посмотрим домашние задания. Так, көрчебін. Че? Евгений, сырердан постербис. Давайте начнем с вас, Евгений. Читайте только хакасские предложения, а потом будете управлять. Это самое, вы что читали? Көрчия. Че. Менің бастағы школам ам тоғын минжа. Син екінші үгредік аларға қын минжізің. Ол 34-нче школазар кешік хызыны бірбинже. Біз үз чуз кізлерні азыра бас біз. Сірер он мұң сыйласға төлер бесер. Так, ага. Олар 4 миллион имнетны салбас шалар. Ага. Давайте посмотрим. Так, миның постағы школам тоғын минжа. Тут я сделаю поправки. Миның постағы школам ам тоғы. Тут идет. Тоғын минжа. Здесь все правильно. Миның постағы школам ам тоғын минжа. Тут моя первая школа не работает постағы. Мы сейчас смотрим, да, вот порядка числительные. Так. Син икенджи угрыды галарга хминжзам. Это вопрос или утверждение? Утверждение. Утверждение. Тогда нормально. Син икенджи угрыдыг галарга хминжзам. Но смотрите, давайте посмотрим вот этот объект действия. Хминджазым – это глагол, да, не любишь. Син, ты, это подлежащий вот этот глагол. А это объект действия. Угрыдыг, учеба. Угрыдыгаларга. Может быть, взять угрыдыгны в винительном падеже, син угрыдыгны, то есть получить образование. Да? Син икенджи угрыдыгны, аларга хминджизм. Но угрыдыг, если мы используем в смысле образования, тогда надо сказать угрыдыгны. Это винительный падеж. Понятно, да, Евгений? Син угрыдыгны, аларга хминджизм. Тогда будет верно. Так, дальше. Ол 34-нче школдар кішік қызын пербинче. Вот смотрите, тут. Теперь смотрим. Пербинче. Ол, да, он не отдает. Пербинче. А теперь смотрим. Вы чувствуете, что это винительный падеж, да? Пербинче кого? Хызын. Да. А теперь смотрите, ведь корень хыз получается, да? Хыз. Категория принадлежности. Если мы ставим вот, хыз, да, в категорию принадлежности, получится кшик хз. С озвучается, да, кшик хз. Это будет уже корень. Кшик хз. Младшая дочь, да. А теперь в винительном падеже. Помните, вот хз, вот, да, аным, хз и так. Я туда смотрю. Аным, хз. И мы отдаем кого? Хзын. Да, видите? Вот, ну, там, помните, смотрели мы. Хз, хзын. Потому что заканчивается на гласное. Кшик хзын. Вот. Так, кшик хзын тут получится пербинче. Вот. Ол 34-нче школазар кшиг хзын пербинче. Понятно? Да, вот хзын, почему здесь так должно быть. Все верно. Он в 34-ю школу младшую дочь не отдает. Ол 34-ю школу заркчик хызын берген. Так. Үш жыл кызлерна. А теперь смотрите, так. Опять давайте посмотрим. Азры кормим, да. Вы в каком времени хотите поставить глагол? Не кормим или не будем кормить? Это настоящее время? Мы 300 человек не кормим. Вот в настоящем хотел отрицание настоящего. Ага, вот отрицание в настоящем. Давайте будем формировать. То есть чуть кызлерны, да. Азры кормим. А если в настоящем времени в утверждении, как мы будем говорить? Азры
кормим, да. Азрапща, помните? Вот это чаче, пчапче, вот, да. Азрапща и плюс еще быс, мы кормим. Получается, пес кизлерна азрапщабыс, мы кормим людей, да. Азрапщабыс, мы кормим. А теперь ставим аффикса отрицания. Азыра. Но после бин уже не пча идет, а ча, потому что н у нас согласная. И получается азыра бинчабыс. Понятна логика? Вот. Ага. Надо будет дома повторить, посмотреть на вот, таблицу. А теперь смотрите, опять винительный падеж. Козелерно, да. То есть чуть козелерно азыра бинчабыс. Но надо запомнить, в казахском языке. То есть чуть лучше сказать кызыны. Вот почему не кызылерны, а именно кызыны. Казалось бы, единственное число кызыны, да, 300. Но смотрите, как тут читается. Мы не кормим вот эту цифру 300, состоящих из единиц человека, из единиц субъекта. Да, 300 единиц субъекта. Поэтому чуть кызыны не обязательно ставить его в лер, то есть во множественном числе. То есть чуть кызыны азры бинчабас, потому что вот это число уже высказало количество. Да, и поэтому вот здесь уже число множественное в глаголе. Вот. Ну, просто запомните теперь. То есть чуть кызыны азры бинчабас. Да. Дальше. Серер онмум сыйласха. Так, вы 10 тысяч за подарок не заплатите. Серер онмум. А теперь смотрите, давайте опять. Не заплатите. Тюле, корень слова. Да, тюле, плати. Вы хотели поставить в будущем времени, так ведь, я так понимаю, да? Здесь все в настоящем отрицательном. Ага, все, тогда вот не платите. Вы 10 тысяч за подарок не платите. Допустим, тогда будет, да, не платите. Смотрите, давайте опять будем формировать настоящее время. Утверждение, как вы скажете? Он платит. Как бы вы сказали? О, тюлепче. Да, тюлепче, правильно. Тюлепче. Так. А если не платит, тюле... Тюлебинче. Да, совершенно верно. Тюлебинче, но тогда птче убирается и получается че. Тюлебинче. Так, а теперь множественное число ставим. Тюлебинче Зер. зер. Да, тюлебинче зер. Вот тут последовательность аффиксов в каком числе, да, вот в какой последовательности, ну, видите, вот, нужно ориентироваться из чего? Из настоящего времени. Вот поэтому я сейчас делал пошагово вот, вкрапывание аффиксов. Сначала мы поставили в настоящем времени тюле, пще, да. Потом туда вставили, между ними встал вот этот аффикс отрицательный. Между настоящим временем, между временем и корнем слова. Тюле бинче, он стоит посередине между ними. А уже аффикс множественного числа после них встает. Тюле бинче зер, да. Вот. А теперь в хакасском языке подарок вообще корень слова сыих. Сыих. Вот. Серер онму. Давайте салковой, допустим, ну, условно, да. Салковой сыиха. Сыиха будет, да. Вот чему вы не хотите? Сыиха. Пирльга падеж называется. Дательный сыиха. На подарок деньги не даете. Сыиха ахше. Тюлебинчизер. Вот серер онмун залковый сыиха тюлебинчизер. Ну, со временем, конечно, с опытом придет. Пока просто я объясняю, что для понимания, конечно, не все сразу усваивается, это понятно. Но это дело опыта. Так, серер онмун залковый сыиха тюлебинчизер. Так, все, теперь мы тут здесь разобрались. Идем дальше. Онджиты миллион именно. Давайте тут опять не вкладываете в настоящее время. Давайте это сделаем, хорошо? Чтобы пока не отвлекаться на другие времена. Они 7 миллионов на лекарства не вкладывают. Да, в настоящее время. Они 7 миллионов на лекарства не вкладывают. Улар 4 миллион. Давайте сначала салбе, не ложи.
да, салбы 4 миллиона имнер. Давайте лучше скажем пирбе. Не давай. Ну, здесь лучше корректнее. Салбы тоже как бы ложить, да, но лучше пирбе не давать. Пирбе. Давайте сформируем. Пирбе в настоящее время. Так. Пир. Давайте вот так возьмем. Пир. В настоящее время какой будет? Пирщеллер. Пирще, да, пирще, пока просто в единственном числе. Пирще. А теперь формируем отрицательный аспект. Не дает. Пирбин. Пирбинче, правильно. Пирбинче. А теперь они не дают. Пирбинчеллер. Да, пирбинчелер. Понятно, да? Пирбинчелер. Мгм. Все сформировали. То есть улер, пирбинчелер. Мы выяснили. А теперь опять смотрим винительный падеж. Имнер. Имнерне. Улер 4 миллион имнерный пирбинчелер. То есть 4 миллион Салковой. Опять, да. Тут лучше употребить опять вот этот вот пирдопадеж. Имнерге на лекарство. Имнерге пирбинчелер. Улар 4 миллиона салковой имнерги пирбинчелер. Пирбинчелер. Они 7 миллионов на лекарства не вкладывают, не дают. Ну вот, так, в принципе, шахсы, хоббинимес. Так, ну давайте, Оксана, ваш пример. Николай Федорович Катанов, алтынжи, он тогызынжи, майда, пыр му сигыз щус алтоныки, шилды тюрен. Угу. Так, давайте сначала сразу же будем разбирать примеры. Так, алтынжи майда, все правильно. Прямым тогыз щус алтон и кычылды тюрен. Тоже как бы верно, но тут смотрите, вот что происходит. Алтынжи майда, да, когда родился? В мае родился. Майда. И еще он родился щелде. К маю одно числительное алтынжи, да, относится, а к щелде относится вот этот класс. Прямым тогыз щус сигдон и прямым сигыз щус алтон и да. Но тогда последнее числительное лучше просклонять. Икынже. Понятно идея? То есть не все числительное склоняется, а только последнее. Вот. А если бы не было месяца, то не склонялось бы. Тоже склонялось бы. Допустим, Николай Федорович Катанов «Прмун сигас щус алтон икынже щылды тюрен». Ну, можно сказать, алтон икынже тоже. Знаете, вот сейчас тоже как бы правильно. Уже ошибки не будет. Вот. Николай Федорович Катанов алтынжи майда прмун сигас щус алтон икынже щылды тюрен. Алтон икынже скажете, в принципе, тоже правильно сейчас. Как бы ошибки нету. Давайте я в скобку возьму икынжи, но имейте в виду, что если икынжи поставить, я тоже не будет ошибкой. Так, дальше следующий пример. Николай Катанов, Үзинжи, Пале, Сюберинде Булган. Угу. А давайте расставим вот это предложение. Николай Катанов. Сюбре. Сюбреде. Сюбериде. Үзинжи, Пале, Булган. Вот. Сюбреде, Үзинжи, Пале, Булган. Он в семье был третий ребенок, да. Так, Николай Катанов, Сюбреде, Үзинжи, Пале, Булган. Он в семье был третий ребенок. Так, шахсы. Дальше. Пырмун тогыз щус үс щылды Катановха постагы ученый степень перщелар. Угу. В принципе, тоже верно, правильно. Ученый. Помните, вот я и поправил на ученой степени. Если русское прилагательное используете, последний слог превращайте в а. Ученый. Любое прилагательное превращайте просто в ай. Прямой тогус щылды Катановка поставил ученый степень перщелар. Ну, тоже правильно. Пырмун тогыз щус щиты щылды Катановха икынжи доктор степень перщелар. Я икынжи доктор степень.
Но тут, наверное, степень лучше сказать. Икинчи доктор степень пишем. Степень это уже будет длительный падеж. Опять так. Мгм. Вернемся. Вот степень. Так, Мгм. степень. Там два тогда у нас получится. Катана икинчи доктор степень пишем. Вот так вот будет. Теперь верно. Так, Анандар. М. Вот. Катановтың пыршус он чёрт аймақ бастағы тілні базартых тоғыстар болған. Так. Ну-ка, сформируйте по-русски идею. А, У Катанова 114 разных других Языков он языков использовал. и более Мгм. работ было. Так, давайте еще раз. Катановтың 114 аймақ бастағы тілні база артықтоқыстар болған. Но Так. я хотела сказать, что у него было более 114, что у него было работ на более 114 языках разных. Так, всё. Так, тогда вот эту идею надо будет оформлять немножко, наверное, другим образом. Сейчас сделаем. Катановтың 114 аймақ басқа аймақ басқа. Вот. Так, Катановтың 114 аймақ басқа. Басқа тілге, наверное, или тілні. Басқа тілге, так лучше будет. Тоғазырғы шарир тоқыстарында. Ну, допустим, так можно. Тоғазырғы шарир можно встретить. Катановтың 114 аймақ басқа тілге. Ссылки на эти языки, можно сказать, ссылки на работе. Да, сыптық это как бы причина переводится. Катановтың 114 аймақ басқа тілге сыптығылар. Туғазырғы шарир можно встретить. Ну, давайте пока так. Катановтың 114 аймақ басқа. Аймақ басқа разнообразный тілге сыптығылар туғазырғы шарир. Так к тому, что он знал сам очень много языков. Катановтың тоқыстарында 114 аймақ басқа тілге сыптығылар туғазырғы сыптығылар тапылырғы шарир. Ну, знаете, вот, возможно, вот, что, скорее всего, у него были ссылки на такое количество работ. Конечно, вот у нас сейчас тюркологи, которые занимаются языками, они тоже в работах очень много ссылок делают, особенно вот на тюркские. Но это не значит, что они умеют говорить на этих языках и владеют ими. Это просто ссылки были. В реальности, конечно, я не думаю, он, может быть, где-то около 10 языков, наверное, знал, он говорил, наверное, общался. Думаю, что не более. Ссылок, конечно, не было много. Так, Катановтың тоқыстарында 114 аймақ басқа тілдерге сыптығылар тапаларға шарир. Теперь предложение сформировано правильно. Очень длинное получилось, но ничего страшного. Катановтың тоғыстарында, понятно, да? Тоғыстарында в работах Катанова 114 аймақ басқа, 114 аймақ басқа разные тілдерге на языки сыптығылар, ссылки сыптығылар. Тап алырға найти шарир можно. Тап алырға шарир. Ну, вот это так получится. Ну, шахсы, в принципе, да, уже сложные предложения у вас пошли, объемные шахсы. Так, ну давайте мы сегодня рассмотрим новую тему. У нас осталось где-то минут 10, наверное. Осталось, мы разберем новый падеж, новое явление. Как бы урок назвал «Я думаю о тебе». Как сказать это по-хакасски? Ну, мы
принципе, это часто встречается в речи. Вот это вот. Ну, допустим, возьмем пример такой банальный, но мин собрать синенер сах чергам. Я думаю о тебе, допустим, да. Мин синенер сагынчам, конечно, можно написать. Сагынчам, допустим, да. Вот так можно написать. Я о тебе думаю. Мин собрать синенер сахчам. Син, вот, аффикс дангар денер, тангар теңер, нангар нигер. Ну, я думаю, понятна логика. Дангар денер примыкает ко всем звонким основам, тангар теңер ко всем глухим основам, нангар нигер ко всем сонорным. И смысл каков вот этих вот аффиксов? Кемненер, немеденер. В данном случае мы сейчас рассмотрим предмет о чем, о ком. Но этот же аффикс еще есть, у него второе значение, из-за чего, какова причина. И в хакасском языке этот падеж называется причинный. Салтовый падеж. Вот. Ну, давайте будем разбирать, например. Мин синненер сахчам. Я думаю о тебе. Можно сказать мин палы дengар сахчам. Палы дengар будет, да, звонкая, да, палы дengар. Ир, мужчина, мин ир, ирм, мой муж. Ирм ненер сахчам. Я думаю о муже. Или мином ипшим, моя жена. Мин ипшим ненер сахчам, допустим, да. Или же, моя мама. Жем, мин жем ненер сахчам. Вот этот пример. Вот. Сыбра всегда. Всегда, постоянно. Мин собрал синонер сахчем. Я всегда думаю о тебе. Так, мин амда кибель стеграман пазырный арсахчушем. Вот тут я взял пример пазыры, как будто бы, казалось бы, здесь употребляется глагол, да, пазыры. Вот писать, пазырга писать, да, пазыры. Что такое пазыры? Пазыр — это будущее время, будет писать. Роман пазыр, будет писать роман, да. Но что такое пазыры? Пазыр будет писать глагол, а пазыры написание уже. Написать, ну, если взять русский язык, да, написать это у нас будет действие, глагол, а написание, и оно уже становится, ну, в данном случае существительным будет, да, написание. Вот. Роман пазыры, то же самое. Что такое пазыры? Оно превращается в объект, некий процесс пазыры. Да. Вот пазырныңар о том, что буду писать, думаю, сагын чурчем, думаю, хожу постоянно, размышляю над этими вещами. Мин амда, я до сих пор, кибельский роман, стихотворный роман, пазырныңар о том, чтобы написать, сагын чурчем, думаю, хожу. Думаю, брожу, где-то там размышляю, да. Так, ну я тут написал, я до сих пор думаю о том, чтобы писать роман стихов. Это как бы музыку уже. Шахсы машина алырның арсахчам. Вот то же самое. Сагынчам, думаю, о чем? Алыр, да, машина алыр. Будет покупать машину. Алыры – покупка машины. И я думаю о покупке машины. Алыр, наверное, тут я подчеркнул, вот этот и. Это уже не глагол, это уже вот, само явление, да, покупки. Алыры наңарсахчам. Шахсы машина алыры наңарсахчам. Күнтоза ижедіңер сарыны тыңнам. Тыңнам, тыңны буквально означает слушай, тыңны. Тыңнам, прошедшее время, я слушал. Мин тыңнам. Күнтоза в течение дня. О ком? Иже денер. Ну, сарыны мы проходили именительный падеж, да. Сарыны, тыңнам. В течение дня, целый день о матери песню слушал, если дословно. Позымның тоғызыннаңар мен анның шоқтирым. Шоқтирым. Я буду говорить шоқтир. Скажет говорить, да, будем говорить. Шоқтирым я буду говорить. Позым свой. Позымның о своем, да. Тоғызы. Да. Позымның тоғызы своя работа. Тоғызыныңар о своей работе. Мен анның шоқтирым. Я буду говорить потом. Все бірімніңер правильно шоқта пердім. Шоқта пердім рассказал. Шоқта пир. Будем потом говорить о сложных глаголах. Правильно все рассказал.
Сөбірім, моя семья, сөбірімнің ер, о своей семье. Все рассказал. Угрынстыңер неме мен чохтерім? Вопрос. Неме мен чохтерім? Что я буду говорить? О чем? Угрыныс учеба. Угрынстыңер об учебе. Что расскажу об учебе? Вопрос. Дальше. Чип тустаңар көп шоқты быссым. Я взял, наверное, диалектную форму. Потом там дальше посмотрим. Көп шоқты быссым. Много не буду говорить. Щиттус – это молодость. Да, щиттус таңар о молодости. Много рассказывать не буду. Ханызымнар приденьме шоқты быспын. И вот смотрите, здесь я взял форму шоқты быссым. Это современная форма, это сагаизм на самом деле, но уже превращается в литературную. Шохта быспын – это литературная форма, качинский вариант. Сейчас оба они используются, поэтому я взял два варианта. Смысл один и тот же. Так, ханызым – моя любовь. Ханызым нагара своей любви, приденима ничего, шохта быспын, не расскажу. Хака сайттарының арсағым шохта жында неме шоғыл. Шохтажан, то, что говорит, шохтажан, да, не мешал, нечего рассказывать. О чем? Сагам пока. Сайтар, да, сайтары. Это категория принадлежности. Хакас сайтары нангар. О хакасских сайтах. И вот смотрите, дальше идет причина действия. Вот здесь были рассмотрены какие-то вот, явления, которые о чем-то, да, о ком-то. Неме денер, кем нангер, о ком, неме денер, о чем, да. А тут уже о причине действия. Вот, тут те же самые аффиксы, но они вот, из-за кого, из-за чего, какова причина. Сыны найлы шабызықтыңар перск секір пулбан. Сегір пол буквально сумеет прыгнуть. Секер Пулбан не смог прыгнуть. Пезик высоко. Пезик Секер Пулбан высоко не смог прыгнуть. Из-за чего? Шабызах. Маленький рост. Шабызах тангар. Найле. Очень маленький. Шабызах низкорослый. Сыны ростом очень, потому что очень маленький. Шабызах тангар. Вот тут уже причина, да. Из-за слишком маленького роста высоко прыгнуть не смог. Ну, я как бы пример взял бы. В реальности, честно сказать, не знаю, может быть, они прыгают выше. Так. Саны асхынақтыңар, олар утырсалғынар. Утырсалғынар, утыр. Проиграй, утырсалғынар, проиграли. Олар, они проиграли. Из-за чего они проиграли? Асхынақ мало. Асхынақтыңар. Из-за того, что мало. А чего мало? Сан, число. Из-за того, что числом их они были немного, да, их было, проиграли. Ахши пазы пельск тенер телефон албин залгам. То же самое. Албин салгам не стал покупать. Албен не бери. Албин салгам не стал покупать. Телефон не стал покупать. Почему? Из-за чего? Какова причина? Пельзик тенер. Потому что высокая. Что пельзик? Ахшепазы, цена. Пас это буквально голова и цена. Ахшепазы, цена высокая, поэтому, да, из-за высокой цены телефон не стал брать, не стал покупать. Ну вот такие вот примеры. Ну, надеюсь, что вам понятно, они были так. Сургулар пробу по этим примерам. Вопрос есть? Самое понятно, да? Вот. Самое главное здесь, что надо понять, что, конечно, в большей степени вот аффиксы употребляются, когда мы говорим о ком-то. Вот эта причина действия, они меньше употребляются, но все равно не встречаются. Поэтому как бы нужно понимать, что вот причина чего-то, да, допустим, какой-то причины, из-за какой-то причины, вы, если чего-то хотите сказать, надо будет употреблять вот эти вот аффиксы. Ну, давайте сейчас, Евгений, прочитаем примеры, да, а потом Оксана. Вот, предмет действия. Все примеры. На хакасском русский примеры читать не надо. Мин сыбыра синеңер сағынчам. Мин амда кибелістік роман пазарыныңар сағын чыршем. Пазарыныңар сағын чыршем. Пазарыныңар. Пазарыныңар. Чақсы машина
Аларыныңар сағыншам. Жақсы машина алырыныңар. Алырыныңар сағыншам. Еще раз. Аларыныңар. Мгм. Күнтозы ежедіңер сарыны тыңнам. Жақсы. Позымның тоғызыныңар min аның чоқтырым. Жақсы. Сөберемніңер прайнемі чоқтап бердім. Жақсы. Үгіреністіңер немі min чоқтырым. Чит тұстаңар көп чоқтабасым. Хынызымныңар бірде немі чоқтабаспын. Чоқтабыспын. 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 Хакас сайтарыныңар сағам чоқтажан да немі чоғыл. Щохтажан, да, вот это че, постарайтесь ще через че. Щохтажан. Щохтажан, да. Шоқтажан. Ага, Шоқтажан. Щохтажан, да, Так, давайте, Оксана, то же самое вот, особо почитайте, пожалуйста. Мин сыбыра синеңер сағыншам. Мин амда кибелістік роман пазарыныңар Пазарыныңар. сағыншам. Пазарыныңар. Пазарыныңар сағыншыршым. Жақсы машина алырыныңар сағыншам. Жақсы. Күнтозы ежедіңер сарыны тынам. Тыңнам. Позымның тоғызыныңар min аның шоқтирым. Сөберемніңер прайнемі шоқтап бердім. Шоқтап бердім. Үгіреністіңер немі min шоқтирым. Шитустыңар көп чоқтабысым. Хынызымныңар бірде немі шоқтабаспын. Хакас сайттарыныңар сағам шоқтажыңда немі шоғыл. Шоқтажыңда немі шоғыл. Шоқтажыңда немі шоғыл. Ну и давайте дальше дочитаем. Сыны найла чабызақтыңар пөзік сөгер полбан. Еще раз, можно? Сыны. Сыны найла чабызақтыңар пөзік сегер полбан. Саны асхынақтыңар олар утыр салғаныр. Утыр салғаныр. Проиграли, да, утыр салғаныр. Ақша пазы пөзіктіңер телефон албин салғам. Ақшы пазы пөзіктіңер. Еще раз. Ақшы пазы пөзіктіңер телефон албин салғам. Евгения, тоже можно попросить вас вот причины действия прочитать примеры. Сыны найла чабызықтыңар пөзік сегір пылбан. Саны асхыстыңар олар. Саны, вот тут надо не саны, а саны асхынақтыңар. Саны асхыстыңар олар утыр. Асхынақ. Саны асхынақтыңар. Еще раз. Саны асхынақтыңар олар утыр салғаныр. Ақша пазы пөзіктіңер телефон албин салған. Ақшы пазы. Еще раз. Ақче пазы. Пөзіктіңер телефон албин салғам. Ну, в общем, так, Евгений Тогус. Давайте вот по этим примерам, которые мы сегодня прошли, да, ну, также по 5 предложений примерно составите, хорошо? Вот. Ну, можете оттуда что-то. Сургулар парба. Чугыл. Хади хакастап чоқтирха, цель достигнута или миссия выполнена. Так, ну, если, допустим, цель достигнута, пөгін толпырған, вот миссия, тут нужен контекст.
Пёгін толпырған – это задача выполнена, цель выполнена. Ну да, задача, цель. Так, ну, миссия, так, еще раз, цель достигнута, миссия выполнена. Я Пёгін толпырған миссия, может быть, примерно, миссия толпырған. Или Пёгін икс толпырған, миссия толпырған, может быть, даже так. Переставить лучше, наверное, будет. Пёгін иділпырған, миссия толпырған. Пёгін иділпырған, цель выполнена, сделана. Миссия выполнена, толпырған, наполнена буквально. Алхыз. Так, че пазатугас қанжы таңды, ирді. Тоқсиясты туғас шапыстыр, дөкче, таңдаға шетірі, чепім, келгенерің үшін алғыс қылзын. Анам жүктір. Паза туғас. Завтра.